За неполных 5 месяцев было принято и выслушано 656 граждан. Многим из них удалось уже помочь в решении тех или иных проблем. Принято и рассмотрено 253 заявления об оказании материальной помощи. 246 граждан получили материальную помощь в сумме 3 миллиона 158 тысяч рублей. Как было озвучено ранее представителями налоговой инспекции, в целях прозрачности, деятельности и взаимодействия было принято совместное решение о проведении инвентаризации объектов налогообложения в Гагринском районе. В состав рабочей группы вместе с сотрудниками Министерства по налогам и сборам Гагринской налоговой инспекции вошли и работники администрации во главе с заместителем главы администрации Гагринского района Алхасом Барцис. Были выявлено большое количество объектов, 645 объектов. Многие люди не понимают, что бюджет 421 миллион, и он формируется с тех налогов, что зарплаты учителям мы выплачиваем с этих налогов. И люди не хотят платить налоги. Вот Аслан Георгиевич сегодня задал вопрос. Я уверен в том, что он знает эти объекты, которые не платят, этих предпринимателей. Я отвечу, Аслан Георгиевич. Мы с ними беседовали, приглашали их. Я лично общался со всеми людьми. Мы им дали шанс на исправление. До конца года определенные долги будут погашены, остальные долги перейдут на 2021 год. Со многими еще предстоит беседовать. Основной доходной частью бюджета Гагринского района является туристическая отрасль. Выполнение годового плана налоговых сборов составляет 46%. Конечно же, этот год будет с огромными потерями. Этим потерям есть объяснение. Но как объяснить неисполнение местного бюджета по доходам за последние 3-4 года? К примеру, невыполнение местного бюджета по доходам в 2017 году составило 122 миллиона рублей. В 2018 году 84 миллиона рублей. В 2019 году 42 миллиона рублей. Хочу подчеркнуть, пандемии в те года не были. В Республике Абхазия Гагринский район является одним из крупнейших районов с огромным экономическим потенциалом. Республиканский бюджет датирует депрессированные районы Абхазии. Недоимки по налогам, сборам Гагринского района сказываются на объемах дотаций других районов и городов страны. Гагринский район на сегодняшний день это единственный район в Абхазии, куда приезжают туристы. 70% мы принимаем туристов. И последние 5-6 лет Гагринский район стал дотационным. Для меня это загадка. Я вам зачитаю список организаций, их задолженности на 1 мая 2020 года. МУП «Комбинат по благоустройству». По налогам 14 миллионов 175 тысяч задолженность. Соцналоги, небюджетные фонды 21 миллион 467 тысяч рублей. Задолженность по заработной плате 4 миллиона 366 тысяч рублей. Расчеты поставщикам и подрядчикам 1 миллион 380 тысяч рублей. Итого общая сумма задолженности всего лишь одной организации составляет 37 миллионов рублей. Управление городским хозяйством УГХ. Общая кредиторская задолженность 17 миллионов 233 тысячи рублей. Водоканал города Гагра. Это больная тема для горожан и всего района Гагринского. На наш бюджет мы не сможем выполнить какие-то работы, чтобы исправить все проблемы, то, что связано с водой. Мы с Кристиной Константиновной будем проводить совещание в ближайшую неделю. На 2021-2022 год по инвестпрограмме были заложены сметы на проделать работы по водопроводу. Сумма кредиторской задолженности 8 миллионов 800 тысяч рублей. Это в водоканале. Жилищно-эксплуатационное управление, кредиторская задолженность 1 миллион 988 тысяч. Объединенная абонентская служба, кредиторская задолженность 347 тысяч рублей. А эта сумма задолженности непосредственно администрация Гагринского района должна селам, городу Пицунды, районному отделу образования, телевидению, газеты «Гагринский вестник», вневедомственной охране, спорткомитету, автотранспортному предприятию, центральной районной больнице за медикаменты, различным ресторанам за банкеты 13 миллионов 689 тысяч рублей. Из этой суммы
уже было погашено порядка 7 миллионов рублей за эти неполных 5 месяцев с учетом всем известных сложностей. По проведенной проверке финансовой и хозяйственной деятельности Контрольной палаты Республики Абхазия, Управления городского хозяйства и финансового отдела администрации Гагринского района были выявлены значительные нарушения. Как указано в актах, акты были переданы в Генеральную прокуратуру. По ним ведется надзорная проверка. Общий объем финансирования на развитие автодорожной сети, модернизация электрических подстанций Гагринского района, развитие города Гагра как курортно-туристического центра составляет 1 440 миллионов рублей. Когда мы пришли работать, в хозяйстве было 2 машины, исправные, которые ездили, вывозили мусор. На сегодняшний день мы исправили еще 4 машины, но они каждые 2 дня ломаются, машины старые. Над этим вопросом мы работаем, в ближайший месяц, я думаю, мы эту проблему решим. Что касается по водопроводу, тоже беспокоит наше общество. В ближайший год-два, я думаю, этот вопрос мы тоже будем закрывать. Абсолютно прав глава района. Дотации Гагрскому району неуместны. Дотации уместны Тхварчалу, Ачамчирскому району, Сухумскому району. Это точно, вы не будете спорить, и вы точно так считаете. Но почему, еще раз повторяю, мы не хотим заглянуть в себя? В прошлом году, опять я ссылаюсь на Юрия Львовича, не было коронавирусной инфекции. Вам, уважаемые гагрцы, физическим лицам, я обращаюсь и к каждому сидящему здесь, и к тем, кого нет. Было начислено почти 65 миллионов рублей. Эти деньги надо было заплатить за лампочку Ильича. Мы с вами заплатили примерно 28-27,5%. Кто будет платить остальное? Повторяю, не было коронавируса. Сейчас показатели еще хуже. Можем сослаться на коронавирус. Почему систематически Гагрский район не выполняет, пользуясь советскими терминами, планы по налогам и сборам? Сегодняшняя Гагра – это не Гагра десятилетней давности. Это другая Гагра. Этому можно только радоваться, и нужно, и мы это делаем. Но не будет никакой электроэнергии, не будет никакой воды, не будет дорог, не будет зарплат у учителей, у медиков, если не будут собираться налоги. Гагра уже выросла из 400 миллионов. Аслан Георгиевич поставил конкретную задачу. Работа налоговой службы должна быть видна реально. Я с уважением отношусь к тем, кто старается и делает, и мы все вместе. Но налоговая служба и другие фискальные органы должны оправдывать свой бюджет. Сегодня Гагра подошла уже к такому рубежу, когда район Гагрский, вы, уважаемые гагрцы, тут друзья наши сидите, мы с вами прожили, если говорить о моем поколении, достаточно большую жизнь. Вы можете собирать спокойно 1 миллиард рублей, но до тех пор, пока отдыхающий будет моим личным гостем, до тех пор, пока гостиница – это мой личный гостевой дом, Артсысасчороб, Арасарапара Сырхадзом, мы будем жить вот так. И позиция президента страны в этом неуклонна. Мы часто обсуждаем эти темы. Мы должны реально отдать стране то, что есть. Не беспокоить людей, дать возможность заработать деньги, дать возможность построить мини-гостиницы, отели, дома отдыха. И слава Богу, это произошло. Но статистическая отчетность за 9-10 лет говорит о другом. Мы не киваем никуда назад и не называем ничьи фамилии абсолютно, потому что это наша общая абхазская проблема. У нас очень много структур, где никак в здравоохранении не хватает людей, надо добавить.
нам придется серьезно сокращать, оптимизировать. Придется это делать для того, чтобы уравновесить перекосы.